Всем ассаламу алейкум, всем здравствуйте, добро пожаловать в наш канал Мама Некруза и Амины. Сегодня решила приготовить на ужин вкуснейший таджикский плов. Для этого нам потребуется бараний жир, курдюк и подсолнечное масло, мясо. Говядина у меня грамм 400 тут примерно, лук репчатый 1 штук, морковка 400 грамм и нуть здесь грамм 100 было. Я отварила предварительно. И тут еще, конечно же, главный ингредиент — рис. Тут у меня круглозерный рис, там грамм 300 и 100 грамм длиннозерный рис. Ну что ж, приступаем к готовке нашего плова. Первым делом мы нарезаем курдюк на небольшие кусочки. Сейчас будем растапливать наш курдюк в казане. Я уже поставила тут наш казан и приступаем к готовке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Смотрите наше видео до конца, пожалуйста. Дорогие друзья, вот таким образом надо растапливать бараний жир, курдюк до вот такого состояния. Сейчас будем поднять кусочки нашему серваку, будем обратно добавить эти курдючки жареные. Дорогие друзья, вот столько масла я растапливала от курдюка. Тут примерно пол половника. Сейчас еще один половник будем сюда прибавить подсолнечное масло. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Добавляем подсолнечное масло, один половничек. Тут примерно 1,5 половничка. И вот я подняла наш курдюк. Сейчас будем отправлять наше мясо. Я на кусочки разделила. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Решила сегодня вот такой плов, резополов называется, приготовить. Потом не надо будет там мясо делить на кусочки. Когда будет готово, уже все будет готово, можно сразу будет употребить. Вот до такого состояния надо жарить наше мясо. Теперь добавляем репчатый лук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хорошенечко перемешиваем и будем жарить еще где-то минут 9-10, чтобы вся лук наша стал такой красно-золотистый, ближе к коричневому. От цвета репчатого лука, до какого состояния мы будем жарить, зависит, как будет получаться, какого цвета наш плов. Если лучка мы будем жарить до такого нежно-золотистого цвета, то наш плов, скорее всего, получается белым. А если мы репчатого нашего лучка будем жарить прям до красного, коричневого, карамельного цвета, то наш плов получается такой идеальным, таким с красным оттенком, но не прям так алый, а такой золотистый, карамельный цвет получается. Ну, в общем, итог я вам покажу. А тут у меня соль и, конечно же, зира. Какой плов без зыры. Вот до такого состояния вот наш лучок стал карамельного цвета. Надо обжаривать наш лучок. И сейчас добавляем нашу морковку. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Перемешиваем и будем солить наш сервак.
будем жарить нашу морковочку хорошенечко. Потом добавляем водичку, и у нас получается зирвак. Зирвак наш будет кипеть, булькать в среднем огне минут 30-40. Морковку я пожарила. Прошло где-то 9-10 минут примерно. И если вот своими словами объяснить, морковка должна получаться не такая свежая, как была, а после жарки вот такая вот вялая. Вот видите? Такая вот должна она помягче вот должна становиться. И самое время добавить наш нут. Она у нас полуготовая нут, поэтому я еще хочу чуть-чуть поварить. И наше мясо тоже я убрала, подняла, чтобы лучок наш быстрее пожарился. И курдючок тоже добавили. Сейчас буду лить сюда водичку. Вот до такого уровня нужно добавить водичку, чтобы всю нашу вот продукцию, ингредиенты, и морковку, и мясо, вот все, что есть в нашем казане, чтобы покрыла наша вода. И в течение минут 30 с того момента, как закипит казан, будем засекать время примерно. 30-40 минут должно кипеть наш зирбак. Дорогие друзья, вот такого вот карамельного цвета наш зирбак вот булькает в казанчике. Зирбак наш готов. Идеально оно приготовился. А тут я заранее как бы замочила рис в горячей воде, а сейчас ее промывала, пока вода не стала прозрачной. Это примерно 6-7 раз. Ну, вы посмотрите по состоянию воды. Она должна быть прям прозрачная, как обычная вода, без всякого там крахмала, который течет из риса. Сейчас будем добавить рис в наш казанчик. Ну что ж, дорогие друзья, я добавила наш рис и добавила еще водичку. Сейчас будем подождать, пока вода закипит. Воду добавила примерно 400 миллилитров примерно. Но вы посмотрите, вот должно покрыть вот всего риса, и на полсантиметра там должно быть выше. Но это вот от сорта риса тоже очень зависит. Поэтому если рис хорошо как бы там поглощает, то это нормально. А если вы переборщите с водичкой, то уже, к сожалению, плов будет не рассыпчатым, а превращается в кашу. Поэтому с водичкой не надо переборщить. Еще мы будем 20 минут закрыть под крышкой, когда всю воду поглощает рис. Поэтому будьте на этот счет немножко повнимательным. И всегда используйте проверенный ваш рис. Вот таким образом потихонечку наш рис впитывает всю воду, которую мы добавили. Так аккуратно надо перемешать, чтобы морковка и вся вот это мясо, все остальное, чтобы не вышло вот за границы риса. И я добавила еще где-то 1 столовой ложки примерно зиру. Дорогие друзья, тут я вот собираю наш плов в горочку. Собираем. Вот всю жидкость впитывала наш рис, всю воду, которую мы добавили. Сейчас хочу делать вот такие вот небольшие дырочки. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Теперь взяла вот 5 зубчиков чеснока. Вот я помыла их хорошенечко. И сюда вот так вот закрою, добавляю. Полную головку не стала добавить, потому что нас всего 4 пока что в семье. Вот так вот буду закрыть, нам этого достаточно. Будем кушать чеснок я, муж и мой сын. Аминочка еще маленькая, она, наверное, не будет. Погрызет и все, бросит. И вот такие, вот в таком вот. Вот так мы собрали наш плов. Некоторые чеснок добавляют в зирбак, но я этого не делаю, потому что нам не нравится, когда чеснок вся такая мягкая вот внутри становится. Нам именно вот такая вот полутвердая, когда она остается, полуготовая, скажем так, больше нравится. Теперь закрою нашу крышку от казанчика и огончик делаем маленький, самый-самый маленький. И 15-20 минут оставляем в таком виде. Ой, мои хорошие, прошло тут у нас примерно 15-20 минут. И открываю свой казан. Вот такой вот пловчик. Сейчас все будем перемешивать и по тарелочкам будем класть. А тут у меня вот такая вот нарезочка. Сейчас свой салат, который летом закрыла. Открывала баночку. И вот такие вот цветочки. Это делается очень легко. Один огурчик делите пополам. И из каждого пополама кончиком ножа будете резать по кругу вот такие треугольнички. И появляются вот такие цветочки. Такие очень аппетитные и вкусные. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Достаем наш чеснок. Поднимаем чеснок отдельно вот туда вот в тарелочку. Вот так аккуратненько я поднимаю чеснок. Потом будем тихонечко перемешивать. Весь чеснок я подняла. Теперь будем перемешивать наш плов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. А вот и наш плов. Все я перемешала. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Машаллах, такой аппетитный, вкусный плов. Аромат стоит у нас по всей кухне. Сейчас буду поднять по тарелочкам. Ну что ж, друзья, вот такой вот ужин у нас получился. Вот такой вот вкусный таджикский плов реза полов. Это значит, тут кусочками идет мясо сразу. Вот такой вот аппетитный. Детям делала вот такие розочки из яичка, чтобы они покушали. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Нам тоже приятного аппетита. Всем привет. Всем привет. Ассаламу алейкум. Сегодня что у нас на ужин? Плов. Будем ужинать? Вот такой вот плов, да, у нас получился? С яичком, да, а мишки с некрузиком? Лепешечки. Приятного нам аппетита. До новых видео, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ну что, мои хорошие, как вам плов? Ну, очень-очень. А тебе, Амина? Очень вкусно. Молодец, приятного аппетита. Спасибо. Кушайте. Ложечкой, а Мишка, ложечкой кушай. Руками не надо, надо ложечкой. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.